Йоу-йоу! Сегодня мы посмотрим фильм 2019 года «Агент Мамба» от кисломолочных продуктов и Hits Production. В описании сказано: скромный и непутевый сотрудник полиции Гоша получает задание внедриться в преступную группировку, занимающуюся угонами машин, но для этого ему предстоит стать другим. Фильм начинается с погони полицейских за угонщиком машин. И здесь нас знакомят с главным героем Гошей и его напарником Мишей. Да? А что делаешь? Я Каринда. Сука! Сюрек керетмелер кибердим. Стоять, стрелять буду! Кто кутаны? Давай простыган на пожалуйста. Это мада ипотека кредит. Без оглохпанин. Айта ниргун. Джолос хардана. Он Джек. Джек-то? Это Индигна. Блин. Бархир. Кадик тубай. Бартовай. По доброте душевной Гоша отпускает преступника. Хотя в реальности было бы так. Затем мы видим название фильма. Ребята немного огорчены от произошедшего. Тупопутать воллар явно капитан верен для меня. Капитан-то майор дочекас. Короче, Гош, бегать дело надо ведь. Этим нам показывают, что Миша типичный карьерист и жаждет повышения. Вдруг Гошу вызывают к начальству. Не надо. Тебя. Здрасте. Ну вот, Юрген Иванович. О, щит, это же Боло! Но я рано обрадовался, и в дальнейшем его больше не будет. Отлично себя зарекомендовал в спецоперациях по спасению домашних животных с деревьев. Отличник службы. Ближе к делу. Ну да. Гоше поручают задание в течение 3 дней внедриться в банду под названием Мамбасы, которая занимается угонами машин. И если он не успевает, то увольняется. А на вопрос, почему именно я, ему отвечают: Это не просьба, это приказ. Понятно? но должна же быть хотя бы простая причина. Например, в «Форсаже» Брайана внедрили за то, что он хорошо водит спорткары и может наравне соревноваться с уличными гонщиками. В «Отступниках» Билла выбирают за то, что он уже работал под прикрытием. И плюс почти все его родственники преступники, чем он и пользуется. Клянусь, что я не коп, ясно? Я твой кузен. Ну ты перец. Но это всего лишь комедия, чё ты придрался? Хорошо, тогда в комедии «Мачо и Ботан» героев внедряют в дело за то, что они относительно молодые. Вы здесь только потому, что у вас рожи гладкие. Прям как у Джастина Пидора. Ну ладно, это мелочи. Но такие мелочи иногда зудят. Вечером напарники чилят в баре, и Гоша думает отказаться от задания, потому как совсем не шарит в этом деле. И более того, он не знает, кто такие мамбеты. Но Миша его отговаривает и уверяет, что всему научит. Ведь мостом между агентом и начальством назначили именно его. Шутка смешная, ситуация страшная. Далее герои идут на рынок, чтобы закупиться одеждой для прикрытия. И тут есть один интересный китаец, сыгранный Дмитрием Баешевым. Как только полицейские подходят, он думает, что его пришли арестовать. И я над этим задумался. Что этот китаец сделал такого, что он скрывает в этом контейнере? И у меня родилась теория. Он похищает женщин и продает их платья. Затем запирает их в контейнере и заставляет заниматься шитьем. До самой смерти. Но даже после этого их мясо да нет. Эргере? Миша ловит ассоциации Гёдза со сломанным ухом борцов и решает добавить легенды в образ Мамбета. Чё, как книга? Эль бахвал ты стукан работа. Да, пожалуйста. Чекай, как турча. Бир. Индигна. Тухай, а ты куханда? Мушли бы-то. Затем Миша учит напарника вести себя как Мамбет и материться. Бля, сука твою мать, бля, сука, бля, бля. Раз, два, три, бля, сука, бля.
Перед внедрением агенту презентуют членов банды. Уваалар мамбастарын. Босс, кардан, өйдөс букихни. Жиге кихюда сурага. Кимеде хаммат. Даже Бядин Ахмад. Бу механиктара. Рэпер бола дауду. Антон бу выше балалара. Жива груша, а? Хода карбанал. Матакеса карбанал. Самое главное, кардан бирге требует болта, сына. Аджахай кысы. Я уверен, что это отсылка к фильму «Кот». И последним штрихом становятся документы водителя, которого должны были взять на работу мамбасы. Апес, ты вчера пчела-то? Оказывается, Миша похитил его по приезду в город. Да. Наконец-то Гоша начинает операцию по внедрению и идет в автомастерскую. Там он встречает трупака и выдает себя за водителя из Чурапчи. Затем Гошу ведут в офис, чтобы познакомить с боссом. Гресовские завтра на стрелу зовут. Тру. Когда? Чурапчиканес, водитель. Здравия. Что ты сказал? Индигна. А погоняло-то есть? Этот. Пробокс? У пробокса берут документы, и так как на фото совсем другой человек, Кардан начинает звонить его якобы боссу. И казалось бы, миссия провалена, но на подмогу приходит Миша. Здравия желаю. Что здесь происходит? Да нет, сидим вот разговариваем. Он начинает грузить всех присутствующих и обвинять в незаконном бизнесе. И так Гоша понимает план напарника. Встань, когда с тобой сотрудник общается. Милиция. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. О, какой он секси. Ты теперь ментоубийца. Дай 5, бро. Индигна. Вышибала недоволен действиями пробокса, ведь за нападение на сотрудника полиции их запросто могут посадить. Но Кардан, перевозбудившись от увиденного, не обращает на это внимания. Гад ты дерзкий парень. Вечером перед очередным делом Кардан знакомит пробокса с другими участниками. В таких фильмах, как этот, всегда мелькает черный рэпер. У меня есть отличный кандидат. Рэпер в эпизоде. Еще нужен крутой китаец. Крутой китаец. И еще нам нужна красивая моделька, для которой это первая роль. Пусть зрители просто смотрят на нее и балдеют. Моделька, ставшая актрисой. Ребята выезжают на дело, и оказывается, что они угоняют тачки своих же клиентов. Но по прибытию на место они понимают, что дома есть люди. Пробокс, осмелев, решает во что бы то ни стало угнать машину, а остальные уезжают. Он таки угоняет машину, но как он это сделал, нам не показывают. Так что будем считать, он просто переиграл в GTA. Ребята отмечают успешное дело и вызывают Айглана. И убивают. Ну, почти убивают. А тем временем пробокс подкатывает к шине. А так? а? Лампа вот эти. Ебать ты слепой, бля. А, да? И Шина рассказывает о том, как они в детстве потеряли родителей в аварии. Затем трупак подбрасывает новенького и говорит, что скоро намечается крупное дело. По пути Гоша заскакивает к напарнику, чтобы сообщить об успешном внедрении. И оказывается, Миша до сих пор держит того водителя. Далее из разговора мы узнаем, что Гоша женат. И я не понял, правда ли это. В любом случае, это надо запомнить. Да. И когда гадарди? По приходу домой Гоша разговаривает с приемной матерью, и отсюда мы узнаем, что он тоже остался без родителей. И тут соседи сверху начинают тусовку.
Но даже будучи полицейским, он ничего не может сделать. Утром ребята едут на стрелку в напичканной взрывчаткой машине. Что, блять? Ради того, чтобы впечатлить конкурентов. Круто, конечно. Да я бы и сам обосрался, если бы на меня шли отряд самоубийц. Но вам не кажется, что это пипец как опасно, и в реальности они бы просто не доехали? Затем главный злодей задает вопрос, который большинство зрителей задали во время просмотра этого момента. Кардан, ите дугуйда? Масынаga нестеренген ите дугу жалынан? Главгада сыграл актер театра Павел Чинянов. И профессионализм прям чувствуется, да так, что его персонаж стал мне интереснее остальных. Кардан. En tu atan halat. Tu karate gurdadını canı körmep bolunda, ha? Ana idade. Ol sir. Min sirim. Быстрее-то не итланы крутой был, что ли, а? Антонан ким генийді? Не білем. Бакарыны хантан улыны. Группировки не поделили территорию и решают эту проблему по старинке, боем раз на раз. Пробокс побеждает, применив удар в пах, и отстаивает территорию. Бүгін кайдын? Олғынан баран өйді. Сәрі өссі бітелік. Молодец. Вернувшись на базу, Пробокс приглашает Шину на свидание. Туй. Свидание играешь, что ли? Поверить не могу. Может, ему тогда загулять с твоей сестричкой? Тусанем сегодня. Заметано. Да вы офигели! Ребята свиданируют. В этот момент их замечает коллега Гоши и чуть не выводит его на чистую воду. Но Пробокс ловко выдумывает отмазку, и Шина в это верит. Гоша ее провожает, и оказывается, Вал за ними следил. Но это не важно. На завтрашний день Пробокс тусит с Трубаком. Я грязный. Я подоплю тебя за нетакон. За примату пойду как приматону Максон. Кто тут в форме топ-100? Ядовитый конта, напряги тупов том. Выдавив колени, мы танцуем факстот. Ну, типа, никуда. Да? Эй, арба, бро. Тату он топтым где? Да, кадыри. Бо. Ты чё, ебанутый? Затем ребята идут кушать, и Пробокс замечает клона того самого китайца. Как бы по-российски это ни звучало. Привет! Хот-дог есть, хот-дог? Вот это есть, лучший. Что? Хвост дракона есть. Дракон. И рука дракона. Давай, покажи. Да? Сяла. Дракон. Вечером на базу приходит отряд наемников, специализирующийся по грабежам, и берут у Кардана задание. Гоша все подслушивает и сливает всю информацию, с помощью которой грабители арестовывают. Затем Гоша встречается с напарником и просит, чтобы его освободили от дела. Но как оказалось, теперь Миша начальник отдела и приказывает ему оставаться в образе до крупного дела, чтобы поймать Кардана. Плюс теперь в органах никто не знает, что он коп. На завтрашний день, из-за того, что всех наемников посадили, Кардан понимает, что в группе завелась крыса. Я походу догадываюсь, кто крот. Да, босс, чей на тем мимботах? Чесаться пистолетом это... Надо подумать, кто крот. И несмотря на то, что крыса в банде, Кардан рассказывает всем о крупном деле. Этот ангар мы вставим в субботу. Этот старый ангар. А что там? Большой куш. После этого Кардан зовет Пробокса к себе в кабинет и рассказывает о методах избавления от крыс на корабле. Знаешь, как на корабле избавляется от крыс? Нет. Сначала крыс ловят, сажают ее в клетку и неделю ее не кормят. А затем отпускают ее на волю. И крыса начинает есть своих сородичей. Но это чутка неверная формулировка. На самом же деле от крыс избавлялись так. Сначала отлавливают несколько десятков крыс и запирают в бочках на полгода. Раз в 2 недели в бочку бросают небольшой кусок мяса, тогда в бочке начинается бойня за пищу. Удачным достается немного мяса, менее удачливые умирают и уже сами становятся пищей для остальных. Постепенно подкормку сокращают, и так на протяжении 6 месяцев в условиях искусственного и естественного отбора появляется крысиный волк. Это последняя оставшаяся в живых крыса. Такая крыса становится ручной, и ей не обязательно охотиться на крыс, потому что грызуны массово покидают территорию, где обитает крысиный волк. Что-то мы отвлеклись. Кардан полностью доверяет Пробоксу
и просит следить за трупаком, так как тот в последнее время реже приходит на работу. На следующий день Пробокс тусит с трупаком, и тот решает угнать тачку при свете дня. Да, бро. Давай, сын, Аллах, да, о, shit! Ребята едут в сторону Магана к своему человеку. Да ну! Блять. Оказывается, в трупака попали, и казалось бы, это невозможно, ведь стекла были целы. Но что если я скажу, что это был тот китаец? Да ну, это говно. Не стоило мне жрать эти руки дракона. Да, братан, каямада, харахани мимеда, братан. Я теперь в прямом смысле трупак. Тупак, I'm coming. Перед смертью Трупак передает Пробоксу свой новый альбом, записанный на кассету. Проме. Бем тарбу альбому. Реперте коддук бестлетнен ыдылдан ödelenemete. Ата Тупактах катерлere була. Друга! Я убил твоего друга! Затем остальные члены банды устраивают поминки в честь Джулуса. Трупак Джулустина так, что ли? Теперь это уже не важно. И как оказалось, они не знают, как именно он умер. По возвращению домой, Гоша, озлобленный из-за смерти Трупака, решает проучить соседей, которые опять затеяли кутеж. На следующий день мамбасы ознакомливаются с планом, и как оказалось, в том ангаре находятся раритетные автомобили. Стоимость десятки лямов. Затем Пробокс с Шиной идут гулять в любимое место Трупака. Арба, Трупака лёймина, альбомун хрыбуда деди, он на меня обед бедаго. Да так, буханда. Эс, тухте бу, барыня. Не надо этого повторять. Спид это не шутки. Спид это скорость. Но вдруг Гоша узнает тот самый гонщик из начала фильма. Махтал давай, махтал. Да. Блин, она схватила меня, зачем? И Шина уже на 100% уверена, что он коп. Да. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Огорченный Гоша идет к напарнику, который, пользуясь положением, купил новую квартиру. Агент выдает информацию о крупном деле. Кстати, тот самый водитель до сих пор у него дома. Пробокс уверен, что Шина все рассказала, но как оказалось, она не выходит на связь уже целый день. Послать сообщение. Никаких телефонов. Отправлено. Так и не дождавшись сестру, Кардан решает идти на дело без нее. Прибыв к ангару, ребята понимают, что это засада главного злодея. Я не понял, что тут происходит. Хабрыс! Хабрыс разузнал о деле мамбасов и взял в плен Шину. А сдал их Вал из-за того, что Кардан часто над ним издевался. Его, естественно, убивают. Затем берутся за остальных. Серьезно, мне кажется, брать винтовку Мосина на перестрелку неэффективно, но выглядит очень стильно, так что надо было идти еще дальше. Я супер сильный злодей. И в этот момент приходит мент. Всем стоять на своих местах, это полиция. Ради тордала я пипал бату, а? Чего лата? Короля. Бегите! В ходе перестрелки Шина с Гошей выбегают из ангара.
Хабырыс умирает, попутно получая удовольствие. Я точно Джокера сыграл, да? Да. Затем Гоша извиняется за все и признается Шине в любви. Я тебя тоже пробокс, купи по скидке. И в этот момент за ними приходит Миша. Я больше не коп. Я с ними. Ты променял 32,5 тысячи в год до налогов? Работу без выходных и крохотную пенсию на что? Убежать с сотни миллионов зеленых? Жить в тропическом раю с этой красавицей? Ну, да. А что тут думаете? 3, 2, раз. Он умирает, а с ним и доброе имя Гоши. Я все подчистил, никто в органах не знает, что ты коп. Ларри, я полицейский. Кардан просит их уехать на отремонтированной машине, той самой, в которой погибли их родители. Через некоторое время они находят автомобиль. Шина ментально прощается со своим братом, а Гоша прощается со своей женой. Она вообще есть или я чего-то не понимаю? Напишите в комментариях, как вы считаете. Вот и снял напряжение. Затем герои едут в закат. И на этом фильм заканчивается. Агент Мамба собрал рекордный для якутского кино 16 миллионов рублей на территории республики, при бюджете всего 1 700 000. Это реально большой куш. Фильм получился годным, еще надо подчеркнуть актерскую игру, все центральные персонажи круто сыграны. Особенно Хабырыс, жалко, что он умер, конечно. Но он появится в приквеле под названием «Агент Мамба Трупак», который выходит 15 апреля. Там мы увидим уже отдельную историю про еще живого трупака. Если вам понравилось, то не забывайте подписываться на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. На этом все. Ча, щебатых.